Насчет русского языка. Я так получилось у меня, что у меня очень близкие друзья, товарищи, так получилось, что я окружен чеченцами, айнахами. И э, они очень часто о вас отзываются как о хорошем человеке, как о человеке, который как бы защищает их права или встает на их сторону. И меня часто спрашивают, они говорят, ты же знаешь Дмитрия Гордона? Я говорю, да, я его 2 раза видел, я его очень хорошо знаю. Они говорят, ты можешь его спросить, почему у него такое хорошее, теплое, доброе отношение к чеченцам? И они почему-то думают, многие из них, что в армии на вас это произвело впечатление. Это так или нет? Вы знаете, да, я вам скажу интересную историю. Я вот только попал в боевую часть, это был октябрь, конец октября, ноябрь. И в январе или феврале укомплектовали дивизион, нас прикрепили туда, 2 человек с нашего дивизиона, прикрепили к тому дивизиону, который уезжал на учения, пуск боевых ракет в Капустин-Яр, знаменитый Капьяр. Мгм. Ну да. Это Астраханская область на границе с Казахстаном. Это было одно из самых захватывающих впечатлений, приключений в моей жизни. Мы ехали 10 дней поездом из Луги в Капустин-Яр. 10 дней по 10 человек в плацкарте. То есть 3 полки раз, 3 полки два, 3 полки три. И один человек еще спал на полу прямо. То есть 10 человек ехало в плацкарте в таком состоянии, не мытые, естественно. Мы приехали туда, нас выгрузили. Как сейчас помню, степь бескрайняя, холодно до невозможности. Степь бескрайняя, где-то мерцают огоньки площадок ракетных. И все. И сказали, вот давайте, доставайте палатки, буржуйки, дрова. Капец какой-то. Мы жили в палатках месяц. Температура доходила там до градусов 40, наверное, мороза. 45 метров в секунду порывы ветра, ракету не могли поднять. Одно время были такие моменты. И, слушайте, писали на улице, извините за подробности, ледышки долетали до земли. По большому ходили в Кунге. Вот у нас топопривязчик был, я был командир отделения геодезического отделения. В Кунге ходили по большому на газетку в степь выбрасывали. Так и жили. Причем кушали страшное говно, страшное просто. Спали все в повалку, не снимая шинелей, в валенках, в шапках завязанных. Холодно было. Офицеры все пьяные ходили. Кошмар. Были моменты критические просто. Когда, да, не мылись, значит, я не мылся, я вам скажу, 10 дней туда, 10 дней обратно, 20 дней, 30 дней там, 50 дней я не мылся вообще, ну никто не мылся. Один раз нас привезли в душ на какую-то площадку, и там ребята начали раздеваться, заходить под душ, вода билась током. Ну и все, душ закончился на этом, мы не мылись просто. Утром Ну, глаза поэтому вот так, нормальные родители, наверное, и хотят, чтобы их дети не попадали да, в такую глаза армию. протрешь утром какой-то водой, и все на этом. И вот перед самым пуском ракет, я расскажу, объясню, почему я это рассказываю, это интересно. Перед самым пуском ракет уже утром должны на рассвете пускать их. Коля Солоневич, белорус такой, может он нас услышит, он у меня был водителем топопривязчики. Мы с ним вдвоем, холодно жутко. Он говорит, надо экономить соляру, ночь впереди. И заходит в Кунг капитан, Кунг это салон топопривязчика, капитан Обрезков, как сейчас помню, негодяй. Говорит, так, солдаты, давайте, погреюсь тут у вас. Коля говорит, ну скажи ему, что. Я говорю, товарищ капитан, ну может соляры не хватить, ночь впереди. Не ссы, говорит, привезу сейчас соляру, будет соляра у вас. Ну хорошо, ну капитан говорит, что ж. Он погрелся, долго посидел, хорошо все и ушел. Ну мы ждем, уже ночь наступает, уже так холодно, ничего нет, соляры нет.
ну, только чтобы доехать. Невообразимо холодно. Мы стояли на коленях всю ночь, чтобы кровь как-то приливала к ногам. Я вообще в армии отморозил и руки, и ноги, и щеки, и нос, и скулы. Все, больше, слава богу, ничего. Ну и вот в таких условиях возвращались назад. Из еды была только индийская картошка, клейстер такой. Знаете, я ее не ел, что-то покупали какие-то пончики на станциях выходили, покупали печенье, чай вот, и масло. И вот приехали, ну мы хорошо так выступили там, все. И в качестве благодарности, как бы часть мне, значит, доверила руководить сборами молодых солдат. Я помню май, значит, нас было несколько сержантов, и приехали 20 грузинов, 20 чеченцев, 20 русских, 10 азербайджанцев и 10 латышей. Ну, молодые солдаты, мы как бы уже такие серьезные люди. И первая ночь, как сейчас помню, началась с жуткой драки между грузинами и чеченцами. Было все банально, грузины приехали, у них орехи из дома, там еда, все, ну только приехали пацаны, и приехали чеченские ребята, ингуши, чеченцы, ингуши, и один кореец среди них был, там фамилия его Ким была, как сейчас помню, Ким или Шин, вот, блин, ну хорошо, значит, у чеченцев был старший. Чеченцы очень хороши еще тем, что они чтят старших. Ты можешь быть на час старше, тебя будут чтить. Вставать в твоем присутствии, уважать тебя. Они очень, очень такие правильно организованные люди. И грузины отбой, все устали, понятно. И грузины начали кушать орехи, все. Раздается голос старшего. Значит, ребята, дайте поспать. Они, да, все, праздник идет. Второй раз, ребята, дайте поспать. На третий раз 20 чеченцев вскочили по команде. И началась такая нехилая драка. Потом все нормально было, но теперь о чеченцах. Я никогда раньше с ними не был знаком, как и со многими другими. Армия чем хороша, ты постигаешь, там ты дружбу народов видишь советскую в действии. Ты постигаешь разные национальности, как оно бывает. Я пришел только, стоит парень маленький такой, я ему говорю, а как тебя зовут? Он говорит, а он по-русски плохо говорил, он был азербайджанец. Он говорит, Алифугар. Я говорю, хорошее имя Алифугар. Он говорит, нет, Алифугар. Я говорю, Алифугар, понятно. Оказалось, он Алиф Вугар. Да, Алифугар. Вот. Разные были ребята, но вообще мной всегда двигал интерес к людям. Мне было интересно посмотреть, какие бывают люди еще. Вот кроме Киева, Борщаговки и центра, какие бывают люди разные, другие. Чеченцы. Я знал о них, я изучал историю репрессий 1937 года, еще когда в Киеве жил. Мне это было как-то болело, это все, сталинские репрессии. И я знал тогда уже, что это народ, чеченцы, ингуши, которые пострадали от сталинского произвола. Ну просто взяли в один прекрасный день, весь народ подняли в теплушки и увезли черти куда, по дороге люди гибли, как примерно туда, татар. куда вас отвезли в холод, и без еды, без слушайте, всего. Да, ну их везли и в Казахстан, и в Сибирь, и другие места такие труднодоступные для проживания, трудные для проживания. Вот весь народ подняли, в теплушках люди умирали, люди кошмарно жили. Мне их было жалко уже изначально, они пострадавший народ, понимаете? Геноцидный народ. Я как еврей, который понимал, что такое пострадавший народ евреи, я уже был солидарен с чеченцами изначально, как с пострадавшим народом. А они ни за что пострадали. Кто-то из чеченцев сотрудничал с немцами, с кем не бывает, а русских сколько сотрудничало, армия Власова целая была. Но их за это подняли с насиженных мест стариков, детей, ну просто геноцид настоящий. Конечно, геноцид, да. Вот мне их было уже жаль. И теперь я начал за ними смотреть, присматриваться к ним. Они очень справедливые, раз. Они очень порядочные, два. Вот я не видел плохих чеченцев. Я, когда началась эта авантюра российская, когда война чеченская началась, их показывали там, и
бандитами, преступниками, кем только не показывали. Я Террористами. смотрел и не по террористами. Я не понимал, потому что я видел 20 чеченцев в армии, я ни одного плохого из них не видел. Они были разные, кто-то был с юмором, кто-то был из села глубокого, кто-то был интеллигентом. Они были люди, да. Они были люди, но в них не было червоточины, они не были подлыми, они да. не были плохими. Я увидел коллективный дух в них. Вы знаете, мне очень понравилось, чеченец один мог выйти драться против 20 русских. Да. Неизгибаемый дух. Мне это нравилось. Это смелость безрассудная иногда. Они могли подставить плечо там, где не ожидал. Они понимали человеческий язык. Вот. Мне они очень понравились. Поэтому я пронес вот это ощущение к ним. А когда началась Чеченская война 1994 года, я же все понимал, что происходит. Когда, слушайте, утюжили, села заходили туда, когда столько жертв, опять десятки тысяч людей пострадали. За что? Из-за сумасбродства, российского сумасбродства. Угу. Поэтому я к ним очень тепло отношусь. Я тоже, это моя слабость. Да. Я не люблю ставить народ в какую-то категорию. Хотя вы знаете, я ко всем хорошо да, отношусь. Да, я не могу сказать, я к казахам прекрасно отношусь, к грузинам люди, вообще да. обожаю, я даже к армянам, к азербайджанцам. Я к арабам хорошо отношусь, я служил со многими с ними, с мусульманами. Да, вот это в армии, конечно, знаете, когда у вас многие тут журналисты, эксперты по Америке или еще почему-то начинают говорить про мою страну, меня это очень удивляет, потому что они были в Вашингтоне, там и в Нью-Йорке пару раз, и они уже эксперты по Америке. Я прослужил в Вооруженных силах Америки 30 лет, я видел все слои, из всех штатов, со всех слоев социальные. Поэтому я знал, что Америка это не только Нью-Йорк там или Вашингтон, а это совершенно разные люди у нас, там черные, белые, малиновые. Геи, не геи, как все. Я их видел. И да, я не люблю людей ставить в какую-то категорию, одну там расу или нацию. Но про чеченцев я всегда говорю, они рожденные воины, они ведут себя как воины. Они мужчины. Они говорят прямо, если ты начинаешь с ними вилять, то ты получишь по башке. А если ты прямо в глаза смотришь и говоришь, как оно есть, с ними всегда можно договориться по-человечески. Это тоже у меня такой опыт с ними есть, хотя среди них тоже наверняка есть и подонки, и разные другие.